Буквально час назад Верховный суд Республики Абхазия принял решение, согласно которому выборы президента Абхазии 2019 года признаны недействительными. Что будет происходить дальше? Какие события предшествовали политическому кризису в стране и захвату администрации президента? Готова ли страна к новым выборам? Добрый вечер, мы работаем в прямом эфире. И у нас в гостях депутат парламента Республики Абхазия Дмитрий Дбар. Депутат парламента Республики Абхазия Батал Тапагуа. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Тимур Надарая. И директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Гиви Георгиевич Габня. Добрый вечер, уважаемые гости. Спасибо большое, что вот пришли. Дмитрий Сергеевич, первый вопрос хотел бы адресовать вам. Вы к нам в студию пришли только из суда, только из парламента. Расскажите нам, какова обстановка в городе, конкретно возле комплекса правительственных зданий, и в целом, есть ли уже мысли о том, кто будет нести ответственность за причиненный имущественный ущерб государству? Дмитрий Сергеевич. Да, обстановка сейчас возле администрации президента, она спокойная. Кто будет нести за ущерб ответственность, я думаю, это компетентные органы узнают, кто нанес ущерб, и те люди будут нести ответственность, естественно, за ущерб. В данный момент в парламенте и в администрации президента, и на улице перед администрацией президента, которые находятся люди, они передали свои суда требования, которые я озвучу чуть позже. В суде, первый вопрос, который у вас был, в суде обстановка тоже была спокойная, в принципе. Люди спокойно слушали все заседание суда и решение суда, естественно. Кто-то, естественно, радовался этому, кто-то какие-то эмоции проявлял, но никаких происшествий не было, все было стабильно и спокойно. Спасибо большое, Гиви Георгиевич. Я бы хотел поговорить с вами. Решение суда все знают, оно озвучено. Можем ли мы говорить о том, какими будут действия сторонников власти и власти в целом? Решение суда, оно вступило в силу в соответствии с законодательством, но есть возможность обжалования его в надзорном порядке, поэтому заинтересованные стороны могут таким правом воспользоваться. Как будут этим правом пользоваться или нет, это вопрос времени. Но такое право есть, я думаю, будут воспользоваться заинтересованные стороны. Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Не мог не заметить ваше удивление, когда я сказал о захвате здания администрации президента. Как раз я хотел об этом поговорить. Как мы можем характеризовать, либо оценивать события минувших дней? Вопрос к вам. Конечно. События, что привело в события минувших дней, в первую очередь мы должны это, скорее всего, обсудить, потому что люди не просто так собрались. Это не был сбор людей оппозиции, как это обычно бывает, это стихийно, люди собрались. Что их беспокоило, я как депутат парламента, я вышел к людям, поинтересовался у них в первую очередь. Я в этот момент находился в суде, когда люди собрались. По возвращению с суда, потому что был перенос в связи с отводом судьи, я вернулся в парламент на свое рабочее место, когда вышел к народу. Их что в первую очередь беспокоит? Это, естественно, криминогенная обстановка. Это самое важное, которое беспокоит народ, и уже не первый год. В первую очередь, что произошло совсем недавно, это квартал от администрации президента и от парламента республики. Это убийство, которое наглое произошло, где 3 людей погибли, граждан республики Абхазия. Многих людей это заботило. Люди не чувствуют себя защищенными, поэтому они собрались. И плюс, самый главный, что их привело туда, помимо того, что у нас, естественно, разгул преступности идет, я неоднократно говорил об этом на заседаниях парламента, похищение людей, убийство, их привело туда, что эта вся цепочка пришла к окружению главы государства. Я объясню почему. Был задержан сотрудник личной охраны президента, мы все об этом знаем. В принципе, люди знают уже, кто виновен в этих преступлениях, но никакой реакции главы государства на это люди не увидели. Я передаю их слова. Свое мнение я уже не раз высказывал.
И поэтому, к сожалению, то, что произошло в эти дни, имеет факт. Люди хотели поговорить с главой государства, но не представилось такой возможности. В первую очередь они хотели ему задать определенные вопросы, что у них в душе, но не удалось это сделать. И когда люди столкнулись с противостоянием, который шел тоже снутри здания, люди никогда не вошли бы в здание в первую очередь, если бы это не касалось прямых охранников президента. Когда мы говорим о том, что глава службы или глава государства увольняет человека и потом его задерживают, это не заслуга главы государства и руководителя службы. Людей надо брать на работу, они должны проходить специальные проверки. Ранее судимых или на которых заведены были дела у переучета, ни в коем случае нельзя было брать главе государства, тем более в личную охрану. Там, естественно, они слышат совершенно секретные вещи, которые глава государства может обсуждать, они всегда находятся при нем. И мы все дозволенность, мы видим, к чему она в итоге привела. Я извиняюсь, я хочу озвучить то, что меня попросили передать. Это у меня такое же, в принципе, мнение, но я передаю мнение это от фамилий пострадавших, от людей, которые там собрались. Я извиняюсь, что я не даю слова, я просто передам и потом дальше продолжим. Чтобы не нагнеталась обстановка в Абхазии, чтобы мы избежали противостояний, не дай бог, крови, глава государства, люди туда не пришли за кресло. Глава государства не должен больше баллотироваться. Глава государства ни в коем случае не будет исполнять обязанности. Люди не разойдутся. Если мы придем к этому пониманию, естественно, мы обсудим ряд моментов, которые там, то, что должен, естественно, иметь экс-президент, какие у него должны быть там привилегии и все остальное. И если мы придем к какому-то общему знаменателю, и все эти требования будут выполнены, то, естественно, люди освободят административное здание, и все пройдет спокойно, и в городе Сухум, как всегда, будет спокойно. Спасибо, Георгий Георгиевич. Хочу озвученное выше обсудить с вами. Разве это не конституционное право любого гражданина баллотироваться в президенты Республики Абхазия? И в целом я бы хотел услышать, возможно, ваш ответ на... Можно я немножко, так сказать, из выступления, Конечно. Я здесь кое-что для себя тоже. Ну, во-первых, когда вы задали вопрос нам, и товарищ Дмитрий Дбар отвечал, с точки зрения, кто понесет ущерб, он прямо назвал специальные компетентные органы, они узнают тех, кто должен понести ущерб. Значит, в его словах уже заложен элемент, что виновные есть, и компетентные органы должны это выявить. Не означает, что виновные с улицы пришли, которые... Я ваши слова просто, ваши слова все эти перефразировал, снутри или с улицы, я там не был, не видел, не знаю. Говорю, для этого есть компетентные органы. Да, это первый момент. И второй момент, уже непосредственно по вопросу. Значит, вернемся все-таки к решению суда. Решение суда, оно вступило в силу, и по решениям суда Центральная избирательная комиссия назначит дату выборов, и процедуры по выборам пойдут в соответствии с законодательством. В соответствии с этими процедурами граждане нашей страны, в соответствии с теми условиями, которые нам дает законодательство избирательное, будут использовать это право активно или пассивно. Активно в том плане, что будут избираться, выдвигаться и так далее. И сейчас, я понимаю, что какие-то, группы, силы будут говорить... Не надо группы силы. Сейчас, минуточку. Людей, я это говорю... Это народ наш. Я пока это не говорю... Группа, не сила. Это люди, у которых... Сейчас, минутку, Дмитрий. Тогда я буду вашими словами. Я извиняюсь. Вашими мы словами. в суде, это мы, политики, да. То есть кандидат президента Алхаз Квициня оспаривал то, что выборы нелегитимны. А народ собрался там, и он требовал отставки президента. Дмитрий, тогда я вашими словами говорю. Вы сказали, что это не сбор людей оппозиции.
Так, да. Значит, вы получается, что если оппозиции не было там, то... Оппозиция была там, когда нас позвали. Еще раз, это не сбор людей оппозиции, это ваши слова я написал. Это другие люди. Значит, вы говорите, если это не сбор людей оппозиции, вы слышите, что я говорю? Что значит вы закончите? Я что же- значит другие уважаемые гости, люди? перебиваю. Это наши граждане Согласен, Республики согласен, Абхазия, это не согласен. другие люди. Друзья, Дмитрий это вы Сергеевич, сказали, давайте это не я. позволим договорить. Вы говорите, это не сбор людей оппозиции, значит, если это был народ, то оппозиция в этом народе не была. Была. Ну а почему вы Потому говорите, что, что это не сбор людей подождите, оппозиции? оппозицию Он имеет в виду, позвали. что это не оппозиция собрала. Не, ну Люди, вообще-то... которые пришли. Вот я непосредственно еще раз, туда. как правовед, Что непонятно. друзья, и я же должен отвечать на ваши вопросы. Ну вы отвечайте тогда Я правильно. отвечаю, поэтому, чтобы мне ответить, дадим слово я после должен Юрия хотя бы Георгиевича. Дайте какими-то мне словами полемизировать, апеллировать. я Я же не здесь могу. вижу такой момент. Если оппозиция здесь не участвует, Она присоединилась к народу и Тогда участвовала. вы так и говорите, что мы присоединились. Да, но оппозиция, я сказал, Присоединились. не Теперь участвовала в отвечаю сборе людей. Почему вы искажаете и перефразируете мои слова, я понять не написал могу. то, что вы сказали. Я Это не не знаю, что сбор вы там людей оппозиции, пишете. товарищи. Понимаете? Так я сказал. Вы сейчас говорите, закончил. у Ну, нас всё уже ясно, кризис он уже политический идет вот сейчас. Я У понимаю, нас друзья, происходит в друзья. стране, мы на грани гражданской войны, а вы говорите, человек будет обратно переизбираться. Дмитрий, Ну о чем речь идет? Вы, может, Дай драматизируете человеку ситуацию? говорить. Я не драматизирую. Нет, ну если, допустим, оппозиция контролирует ситуацию. Оппозиция, причем Еще тут раз, контроль? минуточку. Оппозиция на себя никакой ответственности не Подождите, взяла контроля. Оппозиция Дай, стала Дима, рядом дай с Еще раз, человеку. народом. если Я полемизирую с ним. если вы можете Не мешайте мне, контролировать пожалуйста. ситуацию, то говорить о драме не надо. Вы о драме говорите. Я Я это говорю понимаю. о реалиях сегодня. Не надо драматизировать ситуацию. Вы опять это говорите? Для вас драма, где погибли 3 человек? Для вас драма, когда похищают людей? Для вас драма, когда охрана президента расстреливает людей? Так вы сейчас... Я вас спрашиваю. Это не... Какая это драма? ненормальная ситуация. Если нужно... Слава говорить, Богу, что вы проверить, это признали. Я не признал, Но я об это этом говорю ненормальная всегда. ситуация. Иванович, Я не пожалуйста. слышал. Можно я закончу? Вы же мне задали вопрос. Давайте, Я говорю, что это право каждого гражданина в соответствии с законодательством действовать, как он это пожелает. Поэтому здесь нужно говорить о том, что и первое, и еще другой момент. Вы говорите, чтобы ни в коем случае не исполнял обязанности, так сказать, Рауль Хатипов. естественно. Друзья, в соответствии с законодательством, в соответствии с Вы решением понимаете, суда. в какой Дайте я ситуации закончу. мы находим? Я знаю, что такое законодательство. Я исхожу от реалий сегодняшней. Я понимаю, Понимаете, мне вопрос люди был задан. находятся сейчас Дмитрий перед зданием и внутри здания. Для избежания ухудшения ситуации, для избежания столкновения и, не дай бог, крови, Нужно я говорю, действовать по закону. Вот как по закону нужно было действовать, когда Вы знаете, находились нужно при и власти. сейчас Вот действовать по тогда, закону, понятно, и это сейчас. мы действуем по закону. Вот если мы Депутаты действуем, значит, мы будем парламента. дальше тоже действовать. И в соответствии с этим законом надо исполнять обязанности Нет, каждому. не надо. И депутату, и исполняющему обязанности президенту, и мне, Вы как понимаете директору о том, что всем нам нужно. я не думаю о том, что кто-то из оппозиционных сил будет какие-то исполнять обязанности президента. Я говорю сейчас Может, мы лично о Рауле Джумковиче. как-то отойдем. Я передаю мнение народа. Всё, я вас понял, я вам я вас говорю. понял. Меня спросили, Народ как туда человек, пришел я не для отвечаю. того, чтобы он исполнял дальше свои обязанности. Народ туда пришел, чтобы он подал в отставку. Парламент вчера принял постановление, обращение. Для того, чтобы подал в отставку. Сегодня суд еще вдобавок к этому принял то, что это было незаконные вообще выборы. Но можно посмотреть на свой народ. Но суд Можно не его при- услышать. суд не принял Мы решение, что разрядим. незаконные выборы. Я Нет. сюда лично пришел, Дмитрий чтобы мы Дмитриевич. разрядили обстановку. Конечно, Я не пришел сюда говорить о том, что кто... Я, естественно, с вами согласен. Любой гражданин Республики Абхазия имеет право избираться. Если на то закон ему позволяет. Конечно. Правильно? Там есть ценз, там есть возрастное. Ну, понятно, То ограничения, есть, да, которые ограничения они есть. говорят, да. Естественно. Но сейчас я пришел сюда обсуждать именно политическую обстановку, которая сейчас сложилась в стране. Она критическая. Если бы она не была бы критической, глава Совбеза России тоже сюда не приехал бы. Я уверен, он приехал сюда разрешить эту обстановку тоже, помочь. Зам главы Совбеза. Ну, зам главы Совбеза, да, я Дмитрий извиняюсь. Сергеевич, Я сейчас закончу, подождите секундочку. И я вам передаю, что прям сегодня, я вам говорю, разошлись спокойно, и люди наконец-то спокойно пошли домой. Это чьи-то братья, чьи-то дети, чьи-то сестры там находятся. Там и мои братья, Он тоже должен родственники выступить, находятся. я Вообще не секундочку, проблема. он должен выступить по национальному нашему телевидению, тем более сейчас она находится пока при нем. Должен выступить там и сказать народу, что ради вас, чтобы мы не столкнулись,
Все. Я покидаю, тем более он покинул здание. И тем более я прекрасно помню, когда в 2014 году Александр Золотинцев покинул здание, как на этот счет тоже говорили. Но я туда не хочу вообще возвращаться. Сейчас меня заботит то, что происходит именно внутри. Подтягивать с утра силовиков, уговаривать их на штурм. Там обычный народ сидит. Когда я, в свою очередь, оборонял здание в 2014 году, я был силовиком. Я знал, как действовать, я действовал беспристрастно. Я просто останавливал людей, народ наш. Вот что я делал. А сейчас там обычные люди находятся, у которых есть горе на душе, которые не согласны с какими-то еще происходящими в стране. И это доведет до непоправимых последствий. Вот обращение, которое было. Дмитрий Сергеевич, мы дали вам сполна возможность выразить свое мнение. Батал Иванович, извините, я вижу, вы тоже выразили, для чего вы здесь находитесь, раз тут идет такая дискуссия между двумя людьми. Я хотел бы тот прежний вопрос адресовать вам. Все же, вы опытный политик. Вот сейчас, для будущих поколений, можем ли мы давать оценку вот, событиям вот этих минувших дней? Что это? Как это можно охарактеризовать? Батал Иванович. Вы знаете, у нас наша история как бы достаточно насыщена за последние как бы годы. В принципе, никаких трагедий как бы создавать не нужно. Это как бы молодое государство строится, и много сложностей и проблем возникает, и связано, понятно, именно с властью. Понятно, что элиты политические, соответственно, как и везде в мире, пытаются прийти к власти, проводить свою политику. Ну, собственно говоря, это в какой-то степени нормально, когда это проходит в рамках закона, в рамках конституционного поля и так далее. Но есть ряд моментов, когда, понимаете, ну, Дмитрий Сергеевич, скажем, не хочет обращаться в прошлое, там, кто-то и так далее. Ну, так не бывает, чтобы мы сегодня не проснулись, и не сегодня это. И есть, к великому сожалению, ряд как бы моментов, где каждый может вспомнить некоторые вещи, которые прошли. Это события там разных времен, 4-го, 14-го там, и так далее. Много моментов, опять-таки, связаны с переходом власти как бы из одних рук в другие руки и связаны, естественно, с выборами. И то, что сегодня, как бы, собственно говоря, происходит, ну, по крайней мере, что касается действующего парламента, где, собственно говоря, вот наши коллеги и так далее, мы, по крайней мере, идем, так сказать, в конституционном поле. Не хочу я говорить там о ком-то, там, что было и так далее, никого не хочу винить. По крайней мере, как бы, этот парламент идет как бы в рамках конституционного поля. Но, к сожалению, сложилась такая ситуация в последнее время, что вы все время поступаете по закону, как бы, а я так, как я хочу. Понимаете? Это немножко как бы естественно. Мы маленький народ, мы все взаимосвязаны, мы все друг друга знаем. Это вызывает и раздражает многих людей, когда одни используют закон, как им хотелось бы, при этом применяя определенные методы, как бы, ну, не знаю, там, не могу сказать нажима или предоставления конфет, это я не знаю, как бы, но этот момент присутствует. Люди все это видят, мы все друг друга знаем, и насколько справедливо все это происходит, это ощущают. Естественно, если вы придете на Брехаловку или вы придете на рынок, вы можете, понятно, не имея доказательств, но узнать, услышать, кого украли, за сколько как бы его выкупили, я извиняюсь, не украли, а похитили, как бы, за сколько его выкупили, значит, кто кого освободил. Когда, значит, высокопоставленный руководитель говорит, что это мой друг, его нельзя трогать, этого, люди все это знают. Не нужно думать, что если ты там наверху сидишь, как сказал Дмитрий Сергеевич, окружение, начиная от охранника, человека, который убирает помещение и так далее, они все это слышат, они друг другу передают и так далее. Более того, мы дошли до такой степени, что человек, который был похищен, оттуда сбежал, указал и так далее, и ничего. Ну, слушайте, то, что произошло, к сожалению, это нужно быть не гражданином страны, не уважать себя и свою родину, если радоваться тому, что происходит в данной ситуации. Но, с другой стороны, непонимание, которое происходит,
Это говорит. И потом, когда я какие-то упреки делаю в отношении своего оппонента и так далее, я прекрасно должен помнить, что я делал в свое время. Ну, я прекрасно помню оппонирование, так сказать, к бывшим властям по поводу того, что произошло непонимание, там некоторых чиновников не освободили и так далее, и когда мы наступаем на те же грабли. Поймите правильно, нет никаких личностных, так сказать, моментов. Если вы видите, я считаю, что это замечательно. Даже здесь, когда мы пришли, мы все друг друга знаем, уважаем, никаких. У нас могут быть разные позиции, разные оппоненты и так далее. Но это не должно носить вопросы несправедливости. Я думаю, что произошла некая, видите, ни одна политическая партия практически не призывала прийти, по крайней мере, когда это там вчера, позавчера, когда это случилось, как бы в администрации президента никто никого не призывал. Это произошел такой стихийный момент. Связано. Я так полагаю, что эта стихия – это некий такой момент, когда наслоение многих вещей в одном прекрасном месте один раз обрывается. Один раз было, 2, 3, 4, как говорится, и так далее. И этот момент сорвался. Это не есть хорошо. Спасибо большое, Тимур Хухутович. Оппоненты, наши гости, в принципе, рассказали о том, что, по их мнению, предшествовало уже вот эскалации политического кризиса. Тимур Хухутович, хочется услышать ваше мнение. Я не хотел бы, прошу извинить, как бы до перехода. Я не хотел бы, чтобы вы нас представляли в роли людей, которые меня лично, например, или Дмитрия Сергеевича в лице неких, как говорится, исключительно из политических предпочтений. Ну, вы знаете, как бы я сам фон вижу, как говорится, показ по телевидению того, что там происходит, потом наше интервью. Не нужно такие, как бы, мы строить, находимся... как говорится, как вам сказать, сопутствующие и так далее. Мы же тоже здесь, как бы, не совсем, так сказать, идиоты, находимся как бы, в прямом эфире. Да, я понимаю, поэтому я и говорю, не нужно как бы ассоциации какие-то показывать и преподносить нашим гражданам, что мы чуть ли, как говорится, не пришли с поля боя, как говорится, там. Нет, я всего лишь подобрал слово Мы депутаты парламента, и мы говорим то, что мы думаем, по крайней мере я. Поэтому не знаю, мы каждый с тут вами сам встретились. говорит. Тимур Хухутович. Но ассоциации такие проводить не надо. Это я понимаю, что Батал ваши Иванович. хитрые, как бы, телевизионные штучки, как говорится, Батал Иванович. просил бы вас, как говорится, этим не заниматься. Я с вами абсолютно согласен, что каждый человек в нашей стране имеет право высказывать свое мнение. И я согласен с Дмитрием Сергеевичем с тем, что сегодня наш эфир должен не накалить обстановку, а наоборот, как-то мы должны здесь, если мы сейчас с вами здесь будем взвинчивать ситуацию, и, конечно, когда каждый говорит что-то, что вы говорите, может не нравится нам. То, что мы скажем «хайбач харо», потому что мы в одной стране живем. Мы и завтра тоже. Мы сегодня говорим «народ там стоит», а сторонники президента тоже народ. Я тоже, да, это тоже народ. Значит, надо слышать и другую сторону, потому что завтра, что бы ни было, нам строить эту страну и вместе, если у нас еще какой-то шанс остался, для того, чтобы эта государственность, которую мы последние лет 15 разрушаем, после Великой Победы нашей, мы ее разрушаем, потому что был 2004 год захват, был 2014. Послушайте, ну так не бывает, что это не захват, это захват. Понимаете? С большим, в 2014 году у нас был законно избранный президент. Я извиняюсь, что я вмешался. Был законно избранный президент. Вот тогда был захват власти. Потому что я знаю, Дмитрий что это Сергеевич, захват я власти. к вам с уважением отношусь. Я к вам также. Я с вашим отцом, Царство Небесное, воевал. И вот этот автомат АКСУ, который он проносил в свою войну, вначале в Гагарах я ему подарил. Потом он мне писал, у нас были отношения, как он мне как к сыну, как к брату относился. Я очень сильно уважаю вашу семью. Я прошу вас, я понимаю, что мы сидим там на разных сайтах, в интернете, может быть. Ну, скажем, в разных группах сидим. Уточните, пожалуйста, это вы вдвоем. Я оговорился, в разных группах сидим. Ну, оговорился, сайт. Ну, сайты тоже можем разных групп посещать на разные сайты. Не, я понял. Да. Я так в разных группах, в разных группах, в котором, например, проходит, скажем, вот представление, видение одной стороны, вот так вот, видение другой. Это наше видение.
Это с этим политика, видением мы можем умереть, мы можем, короче, всю жизнь ее... Может оно быть всю жизнь ошибочное, а может оно быть правильным. Может. Понимаешь, это абсолютно такая вещь, которую мы не можем. За это я, когда говорю, я говорю свое мнение. У вас, я понимаю, за это мы с вами оппоненты здесь сегодня. Это мы что у вас, да, но я прошу вас все-таки, меня не перебивать, я считаю, что власть в 2004 году переходила по инаугурации 5 декабря, а события произошли за месяц до того, как и этого не должно было произойти. Я Ну, могу тогда после оставим. ответить. После этого произошли события 2014 года. Все 5 лет, более 8 раз оппозиция выводила людей с требованием отставки президента. И это не были просто съезды. Мы тоже проводили съезды в помещениях. Мы за 10 лет выводили своих сторонников 2 раза. За 2 раза? 2 раза мы выводили на улицы своих сторонников. вроде в Это одной был стране когда, живем, это был когда митинг по электричеству, это был когда сход. Напомню чуть позже. Ну, у вас более эффективные были по сравнению с ними. Но понимаете как? Это, да, это также вы будете говорить, что это были вынуждены. Мы тоже будем говорить вынуждены. Ну, у нас разные мнения. Зачем мы сейчас Есть будем... разница между электричеством и убийством людей и похищением. Нет, послушайте, я думаю, правильно? я говорю просто по каким поводам у нас были. То, что произошло это убийство, я вам скажу свою оценку. Это вызов и власти, и обществу, так, как оно было сделано. Людей при всей власти, при всех властях убивали. Но когда пришли... Но власть, когда убивает, это страшно. Послушайте, нельзя говорить, что власть убивает. Нельзя, прямые. послушайте, дайте я доскажу. Ну, не буду я говорить, тогда вы говорите. Ну, а для чего вы нас ждали 2 часа, чтобы я молчал здесь? Ну, я свое мнение выскажу. Я считаю, что вот это вызов, вот эти люди, которые вот так нагло в центре города, как вы сказали, в 2 кварталах пришли, они, знаете, что показали нам? Они показали, что им наплевать на все абхазское общество. Чьи-то дети там ходят, чьи-то матеря там ходят, наши матеря, ваши матеря, не имеет разницы, правильно? Короче, там дети наши, ваши, они на всех нас, на оппозицию, на власть, на весь народ, который они просто наплевали. Они сказали, мы с оружием, мы пришли, Мы как по власти, изверги, мы короче, при сделали, погонах короче, и свое сделали. гнилое, мерзкое, короче, дело и ушли. То, что по Согласен этому с делу, вами. это вызов обществу, всем нам вызов. Всем нормальным людям, которые хотят добропорядочно жить, нормально жить, всем им вызов был брошен в самый такой. Но, я почему говорю слово «но»? Слава Богу, мы столько знаем. Я помню, когда ветерана войны моего друга, уважаемого Закана Джугеля, в центре города убили и никого не поймали по этому поводу, и никого не осудили. Так оно и осталось. И много других разных преступлений. Его убили с охраны президента? Не с охраны Его президента. люди убили, Может, которые прямое отношение имеют мы же не доступ знаем, к телу мы же не, президента. Я послушайте, знаю. мы же не знаем, кто его убил. Мы же не знаем, Нет, кто убил подождите, боксера Бжаня. я не знаю, кто Кеннеди убил. Послушайте, Вы да. понимаете, я сейчас Ну, говорю здесь- о да, реалиях да, здесь- и знаю имена людей. Это разные я вещи. выражаю свое огромное соболезнование близким, родным, фамилии, всем. Ахруавицба хорошо знаю. Я в Донецке был 2 раза с ним встречался. Я просто хочу сказать, что слава Богу, что этих людей задержали. Еще не задержали всех. Не всех, но тех, кого задержали, слава Богу, что задержали. Мы еще не знаем суд, какое решение вынесет, насколько их вина, в чем, короче, но по этому делу задержали. И слава Богу, было бы хуже ситуация, если в 2 раза хуже, если никто не был бы арестован, никто не был бы задержан. Потом вы говорили, что президент не принял. Президент Так. выслушал Кого? требования. Президент отправил в отставку министра внутренних дел. Президент отправил... Когда только народ собрался. Слушайте, Опять перед зданием резидента. Что значит, это быстро происходило? Это не быстро происходило. Я был Слушайте, это в участником течение этих нескольких процессов. недель Я происходило. был участником этих процессов. Я извиняюсь, я потом в хронологии все разложу. Скажем, там это происходило в течение 10-15 дней, как произошло, понимаете? То, что сказать, что, короче, реакции власти не было. Никакой.
Ну как это никакой, если уходит министр, если уходит Уходит генеральный министр, прокурор? потому что парламент вовремя отреагировал, потому что люди собрались, у которых душа болела сначала на площади, а потом передвинулись к администрации президента и к зданию парламента. Мы знаем, что глава государства был готов, я извиняюсь, подписать, и вы это знаете, утром, но вдруг он изменяет свое решение. И пока люди не собрались, не пришли, пока парламент до этого не отреагировал, мы вызывали министра внутренних дел и всех силовиков туда. Когда мы конкретные вопросы начали задавать, когда напряженность начала увеличиться, тогда только президент уволил министра внутренних дел. Услышал волю народа. Президент слышит только возле своего окна. Послушайте сюда. Президент должен сразу Я знаю реагировать время, на когда ситуацию. и возле окна не слышали. Я и не возле, знаю, когда такое я время помню было? такое время. Да. Ну, скажите, у нас, пожалуйста. слушайте, Я говорю прямо, вы Я скажите. помню, когда постановление парламента дважды не принималось по той же гальской паспортизации, Да. игнорировалось, Так. не слышно. А Постановление где виновный за гальскую паспортизацию? Да. Кто сидит, скажите мне? Есть 6 лет у власти находитесь. Есть, Кто есть, сидит из есть виновных? кто амнистии получили. На какие амнистии? Есть. Я извиняюсь, вы говорю, потому что вы сейчас представитель, я лично вас не имею в виду. Я- Вы тогда на митинг вышли по поводу того, что паспортизация в Гале была. Что мы отдаем все грузинам, грузины нас захватывают, мы родину продаем. За 6 лет можно было одного человека посадить? Я извиняюсь, извините, простите меня. Человек Я попал под закончу. амнистию. Я никогда в жизни не отпущу человека, лично я, и он будет сидеть и гнить в тюрьме, если я буду его обвинять в том, что он мою родину продает. А не какую-то амнистию кому-то подписывать. Мы и Лукаво амнистию подписали, который резал и убивал наших людей. Амнистию Вот это все накипело. Человек попал под амнистию по решению парламента к 25-летию победы. Да? Да. Теперь, Давайте посмотрим, теперь сколько дальше человек посмотрите, проголосовал за это решение. что теперь переходим к тому, что суд сегодня произошел. Суд принял решение. Не подчиняться решению суда не может никто. Это абсолютно истина. Мы здесь Слава Богу. ни с кем в этом плане не спорим. Но вот вы законодатель, я не был никогда законодателем, к сожалению. Все впереди, Тимур. Вот вы законодатель. Вот представляете, что получается у нас, да, по закону? Что у нас 4 месяца назад прошли выборы. Да. Президент принял инаугурацию. Как можно было инаугурацию принимать, пока суд идет вообще? Закон и так говорят. Он незаконно избранный Нет, президент. послушайте Я сюда. всегда это говорил. Закон, Нет. суд первой инстанции принял, что все это, короче, Мы знаем, легитимно. как принял. Послушайте, а мы сегодня тоже знаем, как принял. Как? Ну как принял? И Под один вашим человек, давлением под принял. каким нашим Ну я там давлением? не сидел. Я вам прямой пример приведу, а вы мне сюда приведите. Пожалуйста, пример, когда и кто поименно давление. А я поименно скажу в первой инстанции, кто делал давление. Давайте так. Ну, вы делаете, значит, у нас суда нету независимого. Нет, вы скажите поименно, кто давление делал. Нет, суда нету независимого. Ну, почему? Как собрали Нет, общественности, вот сейчас, сегодня люди независимый собрались, суд. стояли, Молодцы, короче, патриоты. послушайте меня сюда. Да. Вот мы видели заседание суда, Так. когда вы сидели там. Так. На улице никого не было. Я сегодня видел, человек 100-120 Ваших стояли там. сторонников в том числе. Слушайте, наших Поименно сторонников, назвать? не наших сторонников, любое Ну, вы это же так давление. к этому ведетесь Нет, да, сейчас. это же давление Правильно? любое на суд. Никакое давление. И ваших Люди спокойно, и ваши мирно сторонники стояли. Это открытое заседание. Любой человек может на него прийти. Это по закону так, понимаете? Послушайте, может Я любой уверен, прийти. что судья, Но вчера, позавчера председательствующий, 120 он мог человек- остановить суд и закончить судебное заседание, если были бы какие-то беспорядки. Вчера, Давайте их позавчера, пригласим и там, спросим. послушайте, Дмитрий Сергеевич, Да, я вас вчера, слушаю. позавчера, когда там шли, там не сидели, не стояли 120-130 человек. Это Открытое сегодня заседание, стояли. Вы поймите, говорите, что любой тогда человек было может давление на суд первой Тимур инстанции, когда Хупутович, там принимал, а я всегда говорю были- сейчас, Нет, что было нет. давление. Тимур, давление давайте, было хорошо. Мы другое остались, совершенно. мы остались Эти на люди не Я о другом утверждают хочу судьи, сказать. которые Я хочу сегодня мой там золотой стояли. о другом сказать. Так. Дмитрий Сергеевич, я хочу о другом сказать. Я хочу о том сказать, Батал Иванович, Силышка Авет Хасгуянов, потому что мы должны такую ситуацию как-то тоже предугадывать. Это сейчас, знаете, что получается? Сейчас суд, вы же юрист, понимаете, я не юрист, но я чуть так, знаю его чуть. Я вижу, что сегодня может заинтересованная сторона обжаловать это решение Кассационного суда.
выборы за это может до 9 месяцев рассматриваться кассационной. Можно через месяц ее, да, в течение 9 месяцев можно обжаловать это решение. Дальше, скажем, у нас прошли выборы, Так. избрался президент, вдруг Верховный суд, президиум Верховного суда принимает решение об отмене этой Так. решения кассационной. И тогда опять получается, что выборы, которые, скажем, будут недействительными, и опять мы возвращаемся. Такого не должно быть. Вот чтобы такого Вот не это- было, Рауль Джумкович Вы должен знаете, во обратиться к многих народу и есть уйти. в странах мира, Я даже в извиняюсь. Австрии, где такие случаи были. Ничего тут страшного. Не, понимаете, вот речь о чем идет. Я говорю о том, что это ненормально. Почему? Ну как это логике человеческой не поддается? Ну, что тут логики? случилось, Ну, если нет, как бы это выборы ненормально. состоялись и не избрали? В большинстве, не, я не об этом говорю. Я говорю о времени, когда это происходит. О времени, о временном промежутке. Понимаете? Мы возвращаемся во вчерашний день. Не совсем Сегодняшнее так. решение Вы суда немножко, возвращает вы нас немножко к не сентябрю. информированы. Я вам скажу, Там я есть свое... сроки. Сроки есть. Я думаю, что те люди, сроки адвокаты, это которые неправильно. занимаются этим делом, они Я могут думаю, это что сделать. законодатель должен принять решение о том, что есть жалоба, да, любого из кандидатов, прошел суд. Одной инстанции принял решение, на этом закончилось. Почему? Потому что, как это через 4 Как такое месяца... бывает? А? Почему вы Как так такое решили? не бывает нигде в мире. Подожди, почему вы так решили? В избирательном законодательстве такое есть, оно есть и на местных выборах, есть и, кстати, нету такого. есть еще Подождите. нормы в нашем законодательстве, где решение суда Это является связано с окончательным. регистрационными Да-да-да, и прочими помните, да? делами. Вы не путаете, Ну, это разные еще вещи. раз, Тимур Надарай говорит о том, что так было бы лучше, чтобы не тянуть, потому что Нет, все-таки как мы было бы приходим лучше, к- это мы не знаем. Как есть то, Это что его есть. мнение, он же говорит свое Я вообще не считаю, что Слушайте, это ну, неправильно. хорошо, Это через, нормально. скажем, мы 2 месяца проведем выборы, изберем президента, потом, короче, по жалобе, скажем, тех, кто был заинтересован, отменяются эти выборы, и будут те выборы признаваться. Что у нас будет? Это что, нормально? Подавайте Георгиевич, раньше. пожалуйста, Я прокомментируйте. могу- Пусть о чем подают идет раньше, речь. какие проблемы? Я вопрос могу вам задать? Вот вы... Там есть сроки. Они могут так, хоть завтра могут, подать. в течение Баталович, 9 я щас месяцев спросю. могут подать. Да. Да, Сроки. имеют Могу право. могу я вопрос В течение 9. Да. задать? Могу я вопрос Пусть, задать? если хочешь, Дайте ждет я 9 2 месяцев. секунды Позволь, задам мы все вопрос. время вас двоих ждали. Нет, я сейчас, секундочку, я задать вопрос хочу, чтобы я не забыл, я извиняюсь. Запиши тогда. Да, куда-нибудь. некуда записывать, не взял, к сожалению. Вопрос такой хочу задать. Вот я сюда лично пришел, естественно, я буду говорить насчет законности суда и всего остального. Мне интересно, вот вы там работаете в исполнительной власти, правильно? Уже месяц с лишним. Ну, работали, Ну, работаете, я- дружите, общаетесь и все остальное. представляете власть? Да, вы представляете власть. Я хочу вам прямой вопрос задать. Я лично сюда пришел, чтобы разрядить эту напряженную обстановку. Да. А вы, говоря то, что кто-то будет подавать кассацию, я вам еще раз говорю, по закону все верно вы говорите. Ну, я по закону Да, говорю, да. Кто-то будет подавать кассацию, кто-то будет еще 3 месяца исполнять обязанности президента. Я вам говорю, что это может привести к непоправимым последствиям. Лично я так считаю. Вы можете... Дмитрий Сергеевич, подождите. У Вы меня к вам можете тоже ответить? встречный вопрос по этому Да, поводу. давайте. Каким развитие событий видите вы в Я этой ситуации? уже Как вы озвучил считаете, это развитие должно событий. произойти, если Я- не уходить к тому, Щас, что щас, предшествовало? секунду. По факту. Рауль Джумкович выступает на государственном телевидении. Нет, я имею в виду, на ваш взгляд, как Я это вам все говорю должно всю происходить? Кто цепочку. будет исполнять обязанности? это- Задаю Исполнять прямо вопрос. обязанности президента будет спикер парламента. Хорошо, Нет, спасибо. есть Спасибо, по Батал закону Иванович, премьер-министр. Ну, можно и премьер-министр. Не Премьер-министр премьер, по есть закону. вообще вице-президент, не забывайте его. Ну, Нет, послушайте три сюда, раза. когда Подождите, он уже отменяется отменили, решение, нету вице-президента. отменяется одновременно. Все понятно, все. Так что по Вот закону это, мне кажется, очень важно будет премьер-министр. Да, если, Или Да, премьер-министр. премьер-министр, Это а же потом, по если скажем, Конституции, если президент ушел в отставку. Подождите минуточку. А если он можно не я ушел в скажу? отставку? Вот я, Да, например, давайте, Ушел в это важный отставку, вопрос, у нас все будет очень разберемся в плохое нем. положение в стране. Я, мы например, это считаю, что услышали? если суд такое решение принял, у нас через 2,5 месяца выборы, что мы 2,5 месяца... не 2,5 месяца. А В что? течение 5 дней Центральная избирательная комиссия назначает
назначают выборы, дату выборов, и в течение 2 месяцев проходит. Да, минимум 2 месяца, 5 дней, Ну, поэтому он говорит 2,5. я да. сейчас, Да, от 5 до 2 да, месяцев. Да, от 2 до 3 месяцев там по закону, Нет, как 2 говорится. 2 месяца выйдет и меньше, 5 дней. меньше. В общем, давайте сделаем выводы. 5 дней, в А течение если 5 в дней течение ЦИК 2 назначает дату месяцев и выборов. 5 дней 2 месяца президент, должны короче, быть выборы. будет исполнять свои обязанности, вы категорически против. Нет, нет, подождите. Лично я, да. Я это говорю как оппозиционеры, все можно остальное. Да, Батал Иванович, Тимур Кудрович, пожалуйста. мы же здесь Пожалуйста. пришли, как бы, вообще, честно говоря, мы ушли в какие-то детали, Да. которые, как бы, ну, не совсем, может быть, интересны людям, которые смотрят. Значит, ситуация сложилась таким образом. Ну, решение суда есть решение суда. Ну, кому-то оно нравится, кому-то не нравится. Ну, это как бы на то он, как бы, и суд, чтобы принимать объективные решения. А какая-то сторона всегда будет недовольна. Ну, я что хотел сказать. На сегодняшний день сложилась очень неординарная ситуация. Если меня спросить, я уже 2 с лишним года, как пришел в парламенте, всегда предлагал внести изменения в Конституцию, ограничить функции президента и перейти на совершенно другую систему. Ну, честно говоря, на мой взгляд, я могу ошибаться, с этим делом у нас получается не очень хорошо. Потому что мы видим, как бы, только дурак не учится на своих ошибках. У нас это происходит 1 раз, 2 раза. Так Это президент борьба, сам внес же такие это борьба, ни предложения один в парламент. президент Это ничего какие? не внес. Я вам хочу сказать, мы как не только видели. В они 16 году. доходят до Нет, кресла, нет, как бы, и когда они видят свои функции, у них сразу пропадает охота что-то менять. К великому сожалению, такого. Я думаю, что на сегодняшний день парламент в какой-то степени уже мы как-то там созрел, ситуация созрела, и люди тоже вокруг поняли, что нам нужно менять систему управления. И функции президента нужно ограничить. По крайней мере, есть такие проекты. Думаю, что в феврале месяце эти проекты парламент уже будет рассматривать. Это вопросы уже технической стороны. Думаю, что в этом будут принимать участие и политические партии, и юристы, и профессионалы все. И исходя из нашей ситуации, из нашей жизни, мы должны будем внести изменения в Конституцию и привести это все в такое состояние, которое будет способствовать развитию нашей страны. И я совершенно уверен в том, что наша страна добьется очень больших результатов. Не по мановению палочки, конечно, но я, например, в этом совершенно не сомневаюсь. Другой вопрос по поводу ситуации, которая сегодня сложилась. Вы знаете, кто-то может воспринять. У меня, например, как бы, когда я работал и в Центральной избирательной комиссии, где бы ни был, мне всегда было так, что в кабинете собирались одни там сторонники, я извиняюсь, там Анкваба, другие сторонники Хаджимба, другие. Это никогда не имело никакого, как бы, значения. Наши отношения никогда. Политические моменты — это одна, это ситуация другая, как в спорте. Мы немножко, как бы, это переводим на личностные дела. Не стоит вопрос личности какого-то там депутата, президента, министра и так далее. Стоит вопрос о способности выполнять функции, которые ему наделены в тот момент, хорошо или плохо. Ну, я вам хочу сказать, Тимур Худович, вы были главой администрации Гальского района. Вот могу сказать в прямом эфире, в присутствии всех, многие депутаты, которые далеко не являются вашими сторонниками, которые, как говорится, значит, так особой любовью к вам никогда не питали. Я от них лично слышал, могу по фамилии назвать, что вы прекрасный менеджер, который, как бы, справляетесь с этим делом хорошо. Спасибо. Но у них же хватило, я извиняюсь, признать. Я понимаю, что в нашей стране дефицит признания кого-то, что он хороший, это вообще считается ущемить себя, как бы, из-за горла. Успех кого-то — это никогда у нас, мы должны это преодолеть. Это не важно на этой передаче, на этой. Я считаю, что вообще мы должны работать, как бы, с самим собой, с населением в этом плане. Что мы должны радоваться чужим успехам, не только нашим, потому что это все-таки во благо. Но у нас получилось так, что, не могу сказать, ни один человек не сказал, что, скажем, когда вы работали, как бы, что вы использовали это, как бы, для там наживы там, и так далее. Там. Но так получилось в последнее время, что борьба за власть в Абхазии — это не просто борьба политическая, а это борьба за ресурс.
которые идут оттуда или отсюда, неважно. Это получение каких-то доходных мест, где можно что-то заработать и так далее и тому подобное. Мы должны от этого уйти. Неважно, кто будет президентом, Хаджим, Банадарай, Согласен. я извиняюсь, как бы кто. И от этого можно уйти только одним. Это максимальная прозрачность, первое. И второе – конкуренция. У нас очень много прекрасных молодых людей, которых мы просто затерли, мы их вообще не видим, мы не знаем, потому что они не допускаются к тому, чтобы они конкурировали. Мы не даем ни одной, так сказать, возможности конкурировать между собой. И, естественно, как бы нет возможности проявить. У нас на сегодняшний день, если даже будут объявлены президентские выборы, нет такой конкуренции, где мы могли бы сказать, как здорово я бы послушал бы этого кандидата, какие у него прекрасные мысли, идеи у этого кандидата и так далее. К великому сожалению, президентские выборы последние показали, как бы, прошу извинить, как бы, если это сравнить с президентскими выборами 2014 года, где конкурировали, скажем, там Анкваб, Шамба, там и так далее, но это вообще как бы большая деградация, 11-го, я извиняюсь, года. Это большая деградация. Такого не должно быть. Значит, для этого мы должны говорить, что люди должны учиться. Для того, чтобы люди учились, понимали и так далее, мы должны провести реформы. Спросите у министра, как бы, я, например, честно вам скажу, со всеми министрами в прекрасных отношениях, нормальные люди и так далее. Но самореализация всегда хромает. Они не могут проводить реформы по одной простой причине. У многих, я разговаривал, как оба, прекрасно у него есть варианты проведения реформы и так далее. Но он не может провести, потому что у нас президентская страна. Без одобрения, поддержки президента как бы ничего не получится. Президент не может его поддержать, потому что во время выборов в этом селе глава администрации, который, говорится, там есть, и учителя, которые есть как бы там, если они его не поддержат, он выборы не выиграет. Он не может проводить реформы. Батал Иванович, 2 месяца – это такой короткий срок. Я не Вы за это говорите о говорю. таких- Я не говорю, что мы Есть за ли 2 реальные месяца. политические силы, которые хоть немного отвечают тому, о чем вы сейчас Вы понимаете, говорите? сегодня требования становятся другими. Жесткими, четкими и понятными. Вот это провести на Мейкине, рассказать сказочку, что вот это будет, уже никому не верят. Но при этом на последние выборы показали, что многие люди доведены до такого состояния, что их можно как бы по большому счету купить. Потому что они считают, что реформ не будет, ничего не будет, лучше я возьму эти 5000, как говорится, и пошли они к чертовой матери, пусть что хотят делают и так далее. Я никогда не ездил по многим селам, я интервью давал, там очень многие обиделись, что я в некоторых армянских селах был и там увидел, как говорится, и сказал свое мнение, вот, и так, слушайте, это такие же наши граждане и так далее. Но они к этому относятся, как вам сказать, с таким, им все равно, потому что они не участвуют в этом деле. Они не считают, что это пользу принесет. Я не считаю, что им Дмитрий всё Сергеевич, равно. Да, что хотел бы за них задать решают. вопрос. Естественно, готовясь к эфиру, я много читал. Вот один из вопросов, который чаще всего, наверняка, если вы не пользуетесь социальными сетями, ваши друзья вам об этом скажут. Главный вопрос, вот нельзя ли было все-таки дождаться уже решения суда и не идти на такие радикальные меры? Как вы можете прокомментировать? отношения Я решение суда же не плохо имеет. объясняю здесь. Ну, речь же идет о нескольких днях. Нет. Расскажите. Я еще раз повторяюсь. Это не съезд оппозиции было. Оппозиционные силы не собирали людей. Это не имеет отношения, грубо говоря, к суду. Если мы собирали людей, мы собирали бы их возле суда. И это я еще раз здесь рассказал, в чем произошел стихийный сбор людей. Это люди, В которые эти сами... праздничные дни призывы от лидеров оппозиции, от оппозиционных Суд сил не будет звучали. 9 числа, Как не звучали? просим. Нет, Ну, вот я звучали, вам расскажите. цитирую. Все, Так. почти все лидеры. Вот я одну из, например, смотрел в медиаклубе, женщины в политике, да? Ирина Призывала 9 числа, решается судьба, всех просим, собраться, будет на собрание на суде. Да. Да. Но эти люди, про кого мы говорим, в драмтеатре собрались. Они пришли к нам в суд, есть кадры. Да, они пришли к суду, сказали, зачем вы это дело вообще до суда довели, пошли с народом, встанем от суда. Да, мы выслушали их проблемы. Да, выслушали их проблемы и с ними вместе пошли штурмовать. Нет. Ну а как?
Что за штурмовать? Ну а что там вчера Штурмовали в происходило? 2014 году, это совершенно другие люди. Дмитрий Сейчас, Сергеевич, подождите. давайте одну секунду. Я чуть- Давайте да. мы будем Что? честны. Если в 2014 году Так. штурмовали, Так. и вчера штурмовали. За 3 Давайте копейки штурмовали назовем и штурмовали свои за Дмитрий то, что Сергеевич, у вас якобы будет возможность произошло. ответить, Если дадим мы- ему слово, а потом если вы мы ответите сегодня на его просто высказывание. справедливо не Успокойтесь, скажем. Если в что не 2014 году Да мы мы не боимся, мы оцениваем, найдем что себе это был работу и за штурм, пределами этой то страны. и вчера был штурм. Так не бывает. Понимаете, в чем проблема? Вот А 14... нет, разница в причинах, давайте ее лучше лучшее обсудим. выступление сегодня у Батала Да. Ивановича, он пошел, понимаете, не вот на эти вот склоки, которые мы сейчас вот это, мы и так думаем, и так думаем. Он фундаментальные вещи там сказал о реформах. Давайте мы которые с вами давно уйдем, назрели. останутся два человека. Нет, давно назрели. Я вам хочу сказать, понимаете, в чем самое страшное, что вчера произошло? Вот был, скажем, 2004 год. Помните, да? Я не согласен с ним. Не, ну да, я еще не сказал, вы уже не согласны. Я уже слышал Был ваше 2004 год. Да. Дальше пришли с лозунгом «порядок, достаток». То, что в 2014 году также люди были недовольны. Но у людей была, скажем, оппозиция, которая говорила, что вот мы исправим это вот так, мы в 2004 не смогли прийти к власти, вот сейчас придем и исправим. Я хочу быть честным перед всеми избирательными людьми. В плане правоохранительных, не вы, когда ваши сторонники были у власти, ни когда мы были в плане правопорядка, ничего не смогли сделать. Я Вот скоро мы тоже- отвечу, я не хочу перебивать. И вы не смогли ничего сделать. Кто и мы мы? не смогли. Ну, та власть, которая была до 2014 года. Да, я был оперуполномоченным. Ну, вот тем я более. не участвовал в политике. Тем И более, свою да. работу я знаю, за нее ответить Но могу. И тогда были убийства, и тогда были Конечно. крали людей, Конечно. и тогда, короче, не раскрывались. Все это было. Конечно. И сегодня, к сожалению, это власть. Во Понимаете, всем мире людей, это есть. у людей, знаете что? Вот у них до этого была надежда, вот эти не справились, эти справятся. А сейчас к власти идут те, которые уже были во власти до 2014 года. Подождите, Понимаете, идут те, их еще избрать должны, Послушайте, чтобы они нет, пришли. ну, я иду, говорю, идут. Я же не сказал, пришли, я Выборы сказал, назначат, идут. наверное, пойдут, а может и нет. Нет. Да, теперь смотрите, какая ситуация для народа нашего. Вот они на нас смотрят сегодня, я уверен. Они у нас, я думаю, большинство нашего народа говорят, ни вы не справились, ни вы не справились. Люди теряют Подождите, веру в не свою вы, это вы про государство. кого? Люди, большинство людей, мое Нет, мнение, нет. теряют веру в свою государственность, что Абхазия как государство может состояться в полной мере. Вот что самое страшное. Вот это самое страшное. Я Давайте вас заменить. прошу, Подожди, я- потом будешь говорить, ты уже много наговорил. Нет, мы я сейчас считаю, что разговаривали мне это, чётко. как бы, извините. Да, ну Значит, я хочу сказать такую вещь. Значит, вполне вероятно, вы правы, никаких вопросов нет. Но это никто не говорит, что какая бы власть ни пришла, что там никогда больше убийств не будет и так далее. То нет. Это другой вопрос, просто минимизировать, насколько это возможно. хочу ответить. Это возможно только при одном случае. Когда, ну не может один человек, я вам хочу сказать, что по воле судьбы так случилось, что я там достаточно относительно молодым попал во власть, и мне посчастливилось, я работал с Владиславом Гучем, видел как бы после этого, кто приходил, я непосредственное отношение после того, как в 2003 году ушел как бы с министерской должности, я не имел отношения В прямого к исламской 2004 власти. году, вы, помню, осуждали то, что происходило тогда с Значит, захватом. я в 2004 году, вообще-то, честно говоря... Поддерживали нет, Шамба. Значит, да, поддерживал Сергея Мироновича Шамба на выборах и так далее. Потом меня пригласил Владислав Григорьевич возглавить Центральную избирательную комиссию после того, как она... Ну, так получилось, что не было. Но это не важно, вопрос не в этом, вопрос совершенно в другом. Вопрос не в том, как говорится, я, ты, кто бы там ни был. И так далее. Система, она свое должна сделать. Если мы не выправим свое... Посмотрите, какая ситуация происходит все время. Каждое правительство уходило только по одной простой причине, я имею в виду президента и так далее, потому что они не хотели кого-то услышать, удовлетворить какие-то относительно простые просьбы, не требующие никаких фантастических и так далее. То есть это, как бы, я не извиняюсь, там не марш французов там за пенсии, как бы, там и так далее, и так далее. Простые, элементарно, ну, то есть провести ряд таких моментов и так далее. То есть ни один президент, и я так полагаю вообще, если проанализировать, что окружение президента всегда играет определенную роль. Возможно, каждый из них какие-то решения принимает, но, простите меня, когда
Он имеет такие функции, которые на сегодняшний день по Конституции полагаются, окружение, которое, я прошу извинить, как бы каким-то образом имеет влияние на ресурсы, и им надо его держать, потому что, чтобы получить. Это не мы, абхазцы, придумали, всю жизнь было, возьмите историю, ничего тут такого нет. Мы должны это минимизировать. Минимизировать можно так, если эту власть просто расслоить, передать и так далее. К этому надо идти, мы к этому придем. Но в данный момент... это теоретические как бы разговоры, которые можно в практике. На сегодняшний день сложилась такая очень непростая ситуация. Если вы помните, я прямо отсюда как-то говорил, когда выступал, у меня, поверьте мне, нету никаких личностных отношений, как бы плохих или и так далее, по отношению к господину Хаджибу, совершенно, поверьте мне, как к человеку, никаких претензий. Все вопросы касаются именно работы, как бы. Более того, как говорится, по отношению к нему, как бы, у меня всегда были поступки справедливые, надо признать. Не могу сказать, что в отношении, как говорится, меня с его стороны были так. Это вопрос такой, риторический. Значит, и у меня нет никаких ни обид и так далее. Но понимаете, в чем дело? Сложилась сегодня такая ситуация нехорошая, очень нехорошая. И это связано с рядом таких серьезнейших преступлений, которые наслоилось. Вполне вероятно, история рассудит. Может быть, как бы бывают разные истории. Но надо иногда пойти на какое-то понимание. Почему вчера парламент как бы принял такое решение? Поверьте, там принимали решения. Я, например, не принимаю, никогда не голосую по принципу оппозиция так хочет или власть так хочет. Я голосую, как я считаю, как бы, как я понимаю и так далее. Потому что я обязан своему округу, тем людям, которые избирали. Завтра я приеду в мои села, где я вырос и так далее, я им должен ответить любому человеку, когда он меня спросит, почему ты голосовал за это вот так, а за это вот так. Я у них голоса не покупал, я их уважаю, они меня избирали от души, я перед ними в ответе. Я не могу голосовать, поэтому поверьте, если кто-то голосует просто за то, что он, вся оппозиция за это, я так никогда не голосую. Вчера голосовали очень многие достойные ребята, я их еще больше уважаю и так далее. Мы предложили президенту, исходя из той ситуации, которая сложилась, красиво выйти из этой ситуации. Не вопрос решения суда и так далее. Но поверьте мне, вот то, что сегодня суд принял решение, я это говорил, сейчас не хочу там казаться каким-то оракулом, вопрос не в этом, просто я много работал в этом направлении, чуть-чуть больше других знаю. Так получилось, что это я как бы знал еще до того решения суда и говорил. 2 месяца назад суд другое решение принял. Но я вам хочу сказать, что я там на суде был, когда говорил, и говорил, что неправильное решение. Вопрос не в этом. Это мое мнение. Не вопрос. Но сегодня они пришли к этому. Я для чего хочу вам сказать? Что вопрос не в этом, что я правильный, кто-то неправильный. Я такие вещи не говорю. Вопрос сегодня накопилась такая ситуация. Требования и просьба вчера парламент что приносил, это не потому, что из-за суда, а это из-за ситуации, которая сложилась. Да, вопрос не в этом. Сегодня кто-то воспринимает, что вот это решение суда, все нормально, как бы вот теперь, как говорится. Я, например, так не воспринимаю. Если вы заметили, вчера парламент принял обращение постановлением своим к президенту обратиться и посмотреть, чтобы не доводить ситуацию. Она немножко достигла такой пиковой ситуации. Ну и в 2014 году была подобная ситуация, не поняли, как бы, не пошли на уступки друг другу, в результате, Александр Золотинский, как бы он, на мой взгляд, оказался как бы в какой-то степени, видимо, на высоте и ушел, вопросов нет. Я не знаю, и господин Хаджиб так может оказаться и сделать такое-то, я не знаю, но мы обратились, чтобы не нагнетать ситуацию и обстановку. Вот в чем вопрос. Не потому, что, поверьте, я ни одному человеку не говорил, пройди туда, приди сюда, я даже не знаю. Хотя там все, как он сказал, там и наши братья, и вопросов никаких нет. Кто-то приходит просто так, кто-то приходит с пониманием того, чего он хочет и так далее. Но сегодня сложилась такая ситуация. Вопрос не в решении только суда. Решение суда – это то, что они по закону определили. Если они правильно сделали, молодцы, не зря бюджет им платит заработную плату. Но ситуация сложилась нехорошая. Я не представляю, честно говоря, себе, хотя это, я понимаю, что в Абхазии все возможно, после вот таких вещей и так далее, как бы
дальнейшее, как пойдет и так далее. Конечно, в этом ничего такого нет, никто же никуда не улетает. Ну, кто-то ушел в отставку, сегодня он является депутатом парламента, в свое время ушел. Завтра может, как быть, господин Хажимов, быть то же самое. Как бы. Вопрос не в этом. Мы все здесь остаемся, мы никуда не улетаем, мы все друг друга видим. Никто не вечный депутат, не вечный министр и не вечный, как бы, кто бы он ни был. Я с вами согласен, Батал Иванович, но я хочу сказать, что президент, во-первых, в 2017 году в послании парламенту озвучил все эти реформы о перераспределении полномочий. И там это есть, я прекрасно помню, когда это было сказано, что необходимо принять закон, по которому правительство будет утверждаться парламентом, президенту дать право распуска парламента и так далее, и так далее. Можно это было так решить или по-другому. Распуск можно дать, когда мы будем иметь Дорогие гости, на самом деле, мне сложнее всех. Да, но это все у вас. Вы же не принимаете закон о госслужбе. Тимур Он Хубатович, там находится в парламенте. Вы, видимо, не в курсе. Вы знаете, что перед президентскими выборами за 3 месяца у меня состоялся разговор с президентом по поводу закона об организованной преступности. Да. И я, например, честно сказал, что я всегда буду считать, что президент, который отправил такой закон на рассмотрение в парламент, это очень смелый поступок, и я уважаю такой поступок, вопросов нет. Но как только мы пришли к вопросу перед президентскими выборами, уже вот президент, значит, этот вопрос был свернут, и его никто не стал рассматривать, потому что люди решили на президентских выборах использовать все и всех. Нельзя так делать. Но мы государственные люди, нельзя такие вещи делать. Понимаете? Я так понимаю, не согласие, пожалуйста. Кто мешает? Я понимаю. Мы на самом деле мешает, уходим, мы уходим, Есть и у парламента. Каждый хочет высказаться. И у президента. Я не сказал вам, как говорится, что парламент пушистый. Если парламент был бы пушистый, мы 2,5 года не можем поставить прямой эфир. Хотя мы, как говорится, полгода как проголосовали, потому что есть силы в парламенте, которые не хотят прямого эфира. Очень плохо. Мы уходим от темы. Согласен. Я уверен, что вы там были бы, вы бы сделали. Да, был бы пожалуйста, Гиви, как бы сделал бы. Ну, в принципе, так и происходит. Потому что вам есть что говорить, и вы прозрачный человек, и он то же самое. Он будет говорить то, что есть. Но человек, который не умеет разговаривать и доводить свои мысли до других, не хочет мекать и бегать, как говорится, в прямом эфире. Поэтому и тормозит. Батал Иванович, мне очень неловко, но вы буквально 8 минут говорили подряд. Вот Дмитрий Сергеевич несколько раз смотрел. Я догонял Дмитрия Сергеевича только. Гиви Георгиевич тоже выражал несогласие. Вот если справедливо, голос Гиви Георгиевича был услышан в меньшей степени. Давайте мы дадим слово Гиви Георгиевичу. Давайте я тогда быстро ясность хочу внести. С точки зрения послания президента в 2017 году я участник. Да вы не торопитесь. Нет, вы же говорите в 8 минут, поэтому надо торопиться. Друзья, я участник этого послания тоже. Были идеи такие, чтобы все-таки кандидатуру премьера утверждал парламент. Это один момент такой. Но, к сожалению, так получилось, что взаимодействие парламента с исполнительной властью в лице президента, это взаимодействие не было таким рабочим, скажем так. Поэтому мы имеем то, что мы имеем. Я считаю, и от того, что такого рабочего момента не было, и ситуация, о которой мы говорим, что привело к сегодняшнему моменту, я считаю, этот момент тоже немаловажный, который привел и к сегодняшнему дню тоже. Потому что взаимодействие должно быть таким, чтобы вовремя реагировать, вовремя вносить изменения в законодательство, вовремя работать с теми реформами, о которых говорит Батал Иванович и так далее. Можно было бы начать, чтобы как-то Но предложения в парламент были. Я скажу. Главой был, я не знал, каждые 6 месяцев ехать сухум на митинги на оппозицию. Да, я понял. Или, работать. Уважаемые гости, Это был референдум, это был милиция, это был есть служба госбезопасности, в конце концов есть Минобороны, они должны это делать. Зачем вы выезжали, будучи главой района, и защищали административное здание? Есть силовые структуры. Вы же сами говорили, Понимаете? что я есть в системе власти. Как я Нет, буду? есть силовые на это структуры.
Силовые структуры есть, и мы ответственные Я вас люди. всех выслушал. Могу я тоже пройти? Дмитрий Сергеевич, он был главой администрации. Ты хотел, чтобы его освободили? Что, если он на митинг не приехал, бы, конечно, освободили. У меня к Я вам не ко всем один вопрос. Свержение власти, которое предполагалось. Вы говорите, потом я задам. Я извиняюсь, вот я возвращаюсь к тому, что вы начали с 2004 года, я свое видение могу сказать, правильно? Я вас выслушал, не перебивал. Мы курс истории устроили. Да, вот здесь такой экскурс легкий устроили. В 2004 году, естественно, что какие-то, которые события были, они не должны были происходить. Но мы можем напомнить, как люди в масках с автоматами окружили площадь. Это не были люди со штаба Сергея Васильевича. Мы можем напомнить ряд моментов друг другу в этом смысле слова. Но самое главное решение бедный Сергей Васильевич, что сделал, царство ему небесное, это то, что, чтобы разрядить ситуацию, он взял и отказался от своей победы и пошел на выборы, взяв вице-президентом Рауля Джумковича Хаджимба. Это единственный, я извиняюсь, я вас ни разу не перебивал, это единственный кандидат, который ни одного президента ни разу не поздравил за то, что вы выбрали законно. Поднимите любую нашу историю. Он пошел, их избрали вместе. Как он как пошел? Подождите, нет. Так нет. это было обоюдное решение. Нет, подождите, я про после говорю. Сергей Васильевич, когда выиграл, накалилась ситуация, что привело к тому, что Сергей Васильевич ради народа пошел на новые выборы и взял вице-президентом Рауля Джумковича. Да. Вот как должен поступать государственник. Что касаемо 2014 года. Но я хочу, как вы его затронули тоже, я хочу это тоже момент затронуть. У нас был законно избранный президент Александр Золотинскович. Да. Вы говорите, преступления совершались всегда. Естественно, я с вами согласен, правильно? Я с вами согласен. Вы хотели сказать, что... Расскажите, ответьте нам, почему мы говорим об этом сейчас, возвращаясь в прошлое, когда у нас в сегодняшнем дне такая ситуация. В прошлое не я, и поэтому я хочу другую точку зрения тоже озвучить. В 2014 году переворот произошел, грубо говоря, из-за паспортизации, из-за электроэнергии. Все вместе. Грубо говоря, я не стал больше каких-то позиций. Там кто-то кого-то не уступил или еще что-то, я не знаю этих моментов. Нет, но переворот произошел, я поправлю, только потому, что 6 раз человека стреляли, но не смогли убить. Да. И пришлось переворот сделать, к сожалению. Там был реальный переворот. Золотинскович, за что мы ему очень благодарны, ради кресла не стал людей стравливать, не стал брата против брата ставить. Вас что-то смущает? Не надо возмущаться. Дайте я закончу. Значит, если был переворот, вы потом работаете начальником милиции города. Ну а что такое? Так я работал. Не, подожди, переворот говорите и работаете во власти. Уважаемые гости, я не младше вас, мне на самом деле сложнее всех остальных. Вот это очень личные вопросы, я думаю, вы меня можете обсудить. Подождите, я пытаюсь. Он не должен был работать? Подождите, за то, что произошел переворот и кто-то рвался от власти, подождите, я должен бросить свою работу? Конечно, а почему бы и нет? Нет. Он что, отвечает за Анкваба или за других? Что? Подождите, почему да? Это власть все. Мы обсуждаем очень личные вопросы. Это все власть. Я работал, я высказал свое несогласие. Это все власть. И мою отставку что понесло? Вы, как будто бы у нас идут сейчас президентские выборы или парламентские, переходите на личное. Я вам посоветую больше этого не делать. Вы мне о чем мне пальцем я вам говорю, я могу пальцем... Я либо буду вынужден просто закрыть эфир. Вы говорите не те вещи, которые я говорю сейчас правовые моменты. Какие правовые моменты? Если вы считаете, что помогите мне, пожалуйста. Ну тогда что во власти работаете? Понимаете, я во власти не работал. Я работал в силовых структурах. Это власть. Я всегда в них работал. Еще раз, тогда Меня Рауль Джумкович не брал в силовые структуры. Я всегда в них работал. Друзья, власть исполнительная и так называемая принудительная система власти. Я не был политизированным человеком. Принудительная я система, исполнял туда свои обязанности. Я не Раулю Джумковичу был предан. Я предал гербу и флагу своей родины. И мы тоже гербу и флагу. Я вас не обвиняю ни в чем. Дорогие гости, можно камеру направить на меня? Я вас очень прошу. Я вообще считаю, Помогите, пожалуйста.
я вас жду. Дело в том, что ситуация перешла, выходит из-под контроля. разговора в какую-то... А на нас смотрит вся страна. Подождите, слушай, подождите. Ну, что вы послушайте, Дмитрий Сергеевич, подожди секунду, пожалуйста. Послушайте сюда. Люди, которые работают, Дмитрий Сергеевич, подожди. Люди, которые работают сегодня тоже. Вы знаете, у нас как бы, да, значит, человек, любой специалист, который работает, ну, мы на телевидении находимся, начиная с телевидения, где бы он ни работал, человек, который не имеет отношения прямого к политике, непосредственно к руководству, он выполняет свои профессиональные дела. Простите меня, ни вы, ни я, мы их не кормим. Их кормит ихняя работа. И если он хорошо выполняет работу, ему должно быть глубоко начихать, кто является президентом страны. И тот руководитель, который назначается президентом и так далее, должен смотреть не по принципу, за кого он голосовал, а по принципу его профессиональных качеств. Понимаете? А мы превратили страну, начиная от, дайте я закончу, начиная от, извините меня, человека, который убирает, до министра и так далее. И я вам хочу сказать, что это не изобретение. Я не понимаю вообще, почему такой этой власти. Кстати, И я мы хочу пытаемся сказать, этот что не вопрос эта власть закрыть. это начала делать. Давайте закроем Это этот начали вопрос. давно. Вы задали этот вопрос. Великому суду. И оно продолжит. Не надо, как бы, не переходите на личностные дела. Если министр даже сегодня, например, завтра придет новый президент, предположим, или послезавтра, неважно. Если этот человек, министр, который работает, но очень хороший, он должен его оставить для того, чтобы работать. Это его право. Понимаете, в чем дело? Конечно. Не должно быть по принципу, что если он ходил, клеил мои фотографии, извините меня, и таскал, как говорится, мою фотографию в президенту, что я его должен местом обеспечить. И вот это нас сгубило, всех. Что за то, что он во время выборов там за тебя там борется, значит, ты ему должен уже. Ты уже должен. У нас, как говорится, если эта охрана с тобой ходила, ты им уже должен. У нас, как говорится, это возведено в такой ранг, не поймем. Мы должны от этого уйти. Батал Иванович, тогда можно Я вас очень не прошу, могу это не Геви сказать. Георгиевич, Знаете, вы правда говорите Сейчас. меньше всех Ну, слава остальных, но Богу. Батал Батал Иванович помог разрядить ситуацию. Хорошо. Геви Георгиевич, Я, знаете, вас хочу, очень вот прошу. сейчас- Я не думаю, что вся страна, вы уж извините, мне намного меньше, чем вам лет, но что вся страна должна слушать о том, как мы выясняем, вы выясняете не будем, личные я взаимоотношения. хочу Я вас очень прошу. Мы очень много говорили о том, что было. Мы говорили о том и не о том. Мне что его не выбрали вы, Дмитрий Сергеевич, вы мне просто помогите, пожалуйста, Вы меня что, не дальше выбирали? провести этот эфир. Я вас не выбрал. А я же не знаю, ваше тайное Я было за вас не голосование. голосовал. Я думаю, что мы вынуждены... Вы не прошли. Я думаю, что мы вынуждены будем закончить эфир, потому что мы обсуждаем не те вещи. А у меня есть, мне кажется, еще важные вопросы по конкретной ситуации. Мы все живем в одной стране, наверняка у вас будет возможность обсудить личные вопросы. Мы долго говорили о том, что было до. Вот каким будет каким будет завтрашнее утро? Ситуация сложная, и каждый об этом сказал. Каким будет завтрашнее утро? Как будет действовать оппозиция в случае того, что там Рауль Джумкович будет исполнять обязанности? Давайте поговорим о том, что нас ждет завтра, и оставим то, что было в прошлом. Задаю вопрос вам, Дмитрий Сергеевич. Вы очень радикально, достаточно четко свою позицию по этому вопросу обозначили, что люди не разойдутся. Сейчас, получается, люди не расходятся, ждут. Ждут того, каким будет реакция Да. Рауля Джумкович. Рауля Джумковича. Скажите, пожалуйста, какой будет сценарий в том случае, если все-таки есть закон, и вы согласились с тем, что он в принципе позволяет, какой будет реакция в том случае, если Рауль Джумкович... он-то от имени я сторонников единственное пришел. могу общее сказать, какой будет реакция, я не могу в том сказать. случае. Я вам скажу, что люди не собираются покидать. Да, люди не собираются покидать, как я, насколько знаю это точно, где находится. Пока Рауль Джумкович не объявит народу, что он не будет исполнять обязанности 3 месяца президентом, что он не пойдет на выборы президента. Я передаю то, что есть, что он не пойдет на выборы президента. Они готовы сразу освободить административное здание, уйти оттуда с площади и пойти разойтись спокойно по домам. Надеюсь, что будут новые выборы, придет новый глава государства и наведет порядок наконец-то в стране. И никто никого укрывать не будет. Вот и все. Да, конечно, пожалуйста.
Я помню 16-й год, когда был сход, который по признанию лидера оппозиции не состоялся, но когда пришли на переговоры от оппозиции люди, и были, были требования, да, был. Ну, я не помню, я там был на этом сходе, не помню такого. Да, это было потом на съезде сказано. И когда люди сказали, что вот услышьте нас, вы власть, вы сегодня, но мы вот здесь люди собрались. Президент Хаджиба, я как считаю, всегда слышал другую сторону, всегда слышал своих оппонентов. Он тогда были назначены в Конституционный суд, и генеральный прокурор был также назначен, и предложение было участвовать в исполнительной власти вице-премьера, потом сама оппозиция отказалась от этой должности, к сожалению, потому что тогда носили бы вместе ответственность, да, общая, если бы представитель был вице-премьером. И мы все равно, куда бы ни говорили, всегда приходим к тому, что где-то должно быть все-таки и кабинет министров, это люди должны быть с разных политических сил. Были такие, навстречу шли. Но сегодня мы, знаете, принципиально говорим, вот сегодня суд принял, вот 2 часа назад решение, что выборы через 2 месяца, и пока вот это решение суда есть. Я понимаю, если вдруг это решение суда отменят, скажем, да, вышестоящий президиум, и будет другое. А вот даже мы 2 месяца не будем ждать, президент должен уходить. Я этого не понимаю. Я этого не понимаю. Да, 2 месяца не будем ждать, президент должен уходить. А есть люди, которые поддерживают президента, который избран был недавно, совсем 4 месяца назад. Понимаете, за него проголосовало большинство. Ну хорошо, все равно за него проголосовало большинство. Послушайте, за него проголосовало большинство. Слава Богу, больше, чем за кандидата от оппозиции. Да, проголосовало. И мы сегодня не уважаем мнение этих людей, которые 4 месяца буквально тому назад проголосовали. Это, считаю, неправильно. И за это президент сказал, обратился к оппозиции, обратился к тем митингующим и сказал, давайте сядем за стол переговоров. Каким митингующим? Ну, тем, кто сегодня находится в здании администрации президента, оппозиции. За стол переговоров? Да, он же кому-то обратился. Я не знаю, кому обратился. Как, его заявление, вы заявление его читали? Он заявлять можно все, что угодно, надо делать. Ваши заявления надо читать, а его заявление надо делать. Один вопрос можно? Да, Потому что пожалуйста. вы сказали. Да. Как вы сказали красиво, да, 4 месяца тому назад. Ну, сколько избирателей проголосовало за его оппонента? Практически на 1000 человек меньше, да, получилось? Да. Так? Ну, разделилась Хотя, страна. да, правильно. А у меня к вам вопрос. Да. Вы знаете, что на выборах 2011 года Анклаба набрал 50, около 52 с лишним. Да. А господин Хаджимба даже не вторым был, он был 3-м. Вторым был Сергей Шамба. Но ничего ведь. Что? Не посмотрели на то, что, как говорится, больше половины населения избрало, и даже больше, чем у сторонников Хаджимба, было у сторонников Шамба, но что они как бы не принимали. На это не посмотрели. Это не довод. Вы понимаете? Я то, что говорю, что то, что вы сейчас сказали, это совершенно не довод, это отклоняется. Послушайте. Может что-то другое сказать. Наталья Это Иванович, забыли. вот, Саид говорил, давайте Да. за будущее говорить, да? Ну, а как же можно сказать, слушай, что сеешь, то и пожинаешь. Вот именно. Вот то, что мы сеем, то и пожинаем. Да. И вот то, что мы вчера посеяли, то это будет пожинать. Нам говорят, вам Вчера 14 год, вчера посеяли, тоже будет пожинаться. Это не может. Я думаю, что мы больше не будем ничего для пожинать. государственности Абхазии, для государственной Абхазии, это просто уничтожение государственности Абхазии. Никакое Богу, государство мы не поняли умрет, это. не надо как бы из этого трагедию делать. Я всегда... Поверьте, нас с вами не будет Я и тоже в государство не умрет, 14 даже году, не заметят. И в 2014 году был против любых силовых действий. И в 2014 году, послушайте,
Послушайте, те, что были в 2014 году, по сравнению с тем, что вчера были, это просто детские сказки. Да вы что Там два говорите? стекла было разбито. Я только 3 своих сотрудников на руках вынес полностью в крови с пробитыми головами. Дорогие Только гости, 3. Все, давай отошли от дорогие этого. гости, мы Давайте. снова возвращаемся. Давайте мы... Вчера не А трое мы Я такие- хочу ваше вчера мы мнение такие- услышать, как вот эту ситуацию разрядить. Я вам Давайте говорю, вот давайте. это скажите. Вот Я как вам- эту ситуацию Вот именно разрядить? прямо скажите, Сегодня, как ее после видите того, как разрядить. решение принял суд, и вы получили, оппозиция получила то, что хотела, досрочные выборы, ну пока по решению суда, может быть завтра решение, ну пока так. Сегодня можно идти на компромисс. Я почему говорю, что президент всегда слышал. И президент, он сказал, давайте идем на переговоры. Пожалуйста, мы компромисс Давайте. дали. Приехали российские представители, это очень важно для нас. Им огромное спасибо. Огромное спасибо вчера сотрудникам, огромное спасибо всем, кто вчера там был, что никто не вытащил, не выстрелил. Ни И одного. народу, который И собрал. народу, который собрался, и который, что никто, все-таки апсуа, макяна хамаза ракха бейнуцка, Богу. анцфейко бахауи, анцфахай курханаца, хинза, авасыздырам, джерахейла, хакум шагва. Убьяра, анецех, аджи, а милиция аргана хома, ажла ригылаз, вацка игылаз аргана халома, аджи, тавуп хаясхут анцфа, избанза раз хзими тфажер алониха. Обрезуха наяшу. На самом деле надо находить. И президент предложил начать, насколько я знаю, идут переговоры. Это президентская, ну, с посредниками, с российскими, которые приехали. Нет, подождите. Мы находимся в 4 кварталах друг от друга, и нам нужны посредники, чтобы вести переговоры. Ну, оно же по факту так По есть. факту, когда увидели, что мы не можем дойти 4 квартала друг до друга, конечно, приедут наши Сегодня дружественное общественная палата, общественная палата да. высказала тоже площадку предоставить. Так что Какую? давайте придем. Тут не полемизировать на площадке нужно. Это мы с вами можем полемизировать. Я вам передал мнение людей. Да. И не надо А я вам постоянно передаю говорить... мне- Не, сейчас, секундочку. Не надо постоянно говорить, что оппозиция, вот, суд выиграл. Да, мы выиграли, я сказал, это наше дело. Тут есть конкретные вопросы к главе государства. По поводу вот этих событий, которые были. Убийств и всего остального. Не будем Давайте не возвращаться, будем. давайте. Никто Что никого не значит не будем выиграл, мы возвращаться? удовлетворили. Это самое главное. Движение Но полутора мы часов. приходим, да. Есть конкретные вопросы. Никто Люди хотят, не чтобы... упрощает Я просто... ситуацию. У меня просьба. Давайте в конце концов с 2014 года, без разницы, мы были в оппозиции, вы были в оппозиции. С 2004 года у нас не прекращается это противостояние. Виной этому один человек, Да вы что? который никогда выборы не признавал. Я свое мнение говорю. Я к нему, я еще говорю, что он хороший брат, отец и все остальное, никто не спорит. Я сейчас говорю как политик, который никогда выборы не признавал, который пришел путем переворота к власти. Даже Дмитрий то, что я при Сергеевич, нем мы об этом работал, говорим я вам полтора напоминаю часа. это. Сейчас, секундочку. То, что пришел путем переворота к власти, хорошо, народ смирился. И законно избранный президент, чтобы не столкнуть людей, спокойно ушел. Да и спасибо большое, что это сейчас то произошло. же самое А сейчас хотим, путем чтобы... переворота прийти к власти? Нет. Ну как это? Александр Золотинский не набирал Дмитрий к себе людей, Сергеевич, которые мы убивают вновь людей. и вновь Это приходим к большие одной разницы. теме. Вы знаете, Слушай, вопросов, совершенно. извините, нас- пожалуйста, но вы знаете, Да. вопросов еще В охране очень много, президента которые 15-20 хотелось бы обсудить, человек. У но нас есть семьи, мне кажется, из раза в где раз люди мы не могут, выходим за скажем, тем, там, сын за что рамки сделает, темы, завтра вы и не даже можете, сейчас скажем, мы ответить обсуждаем даже за брата, совсем надо не те Надо вовремя вопросы. реагировать на это. Я прощаюсь с телезрителями, я прощаюсь, Надо вовремя. Одного я человека попрощаюсь с посадили, телезрителями не так. Я всех думаю, посадили. что у остальные каждого в из тех, розыске. кто В каком сейчас розыске? сидел у экранов, Какие была остальные прекрасная в розыске? возможность Ну, все тех, которые послушать, подали. все Прекрасно посмотреть. знаем, о чем мы говорим И каждого сейчас из нас с вами. увидите. Правильно? Главное — это мирного неба над Абхазией. Всего доброго. Я думаю, что мы встретимся совсем скоро. До свидания.